Чем вот это грузинское националистическое ядро отличается От южанского? Почему от южанского и от северного я не разделяю, понимаешь, тастинского политического ядра? Тем, что они действуют по принципу Чингисхана. Сомневаешься не делай, делаешь не сомневайся. И они ставят интересы своей грузинской нации, этого исторического проекта. Почему я вот на нем акцент делаю? Это исторический проект. То есть за 15 Он лет? был кем-то когда-то придуман. И они его тащат уже не 100 лет, понимаешь? Это есть некая идея. Они ею горят. Построение грузинского национального государства. Когда эти нации в Европе появились, да, когда это вся была придумана эпоха модерна, вот после французской революции, вот примерно тогда же, у грузин это в голове история появилась, понимаешь, что можно сделать так же. А почему бы не у нас точно так же не сделать? Ну хорошо, а что для этого надо? Я тебе другой вопрос задам. И поехало, пошло это все. 800 лет у нас не было государственности. Вот худо-бедно нас вот Россия признала, Сирия, Венесуэла, еще какие-то страны. Что нам мешало вот за эти 15 лет хоть какие-то, я не знаю, зерна государственности посеять? Да причем даже государственности, единства внутри народа нет, понимаешь? Нет да, этого... вот такого же единства в Грузии нет. У Грузии мигрелы там по-мигрельски, там картвелы по-картвельски и все остальное. Есть всегда в таких проектах, как у Украины то же самое. Мне говорили, там нету единства. Это же там, знаешь, где 3 казака, там 4 атамана. Я говорю, там есть ядро. Там есть ядро, тащащее на себе идею определенную. Эту штуку всегда видно по культуре, понимаешь? Ядро всегда видно по культуре, по национальной. Это когда есть национальная литература, театр, вот культура своя, понимаешь, создает культурный продукт. На Украине это была западная Украина. То есть культура украинская, современная, это Украина западная. Язык это ихний, там, музыка, там, я не знаю, все остальное. Они захватили вузы, они захватили все это студенчество под себя взяли. Потом школы, потом детские сады. То же самое в Грузии происходит. Что они первым делом делают? Пересаживают на свой язык, на свою культуру, музыку и все остальное. Это ядро этого всего, этой истории есть. Ну, в любом государстве доминирующая нация так, там, в целом так и делает. Мы же сейчас говорим о том, что чего это нам будет стоить, понимаешь? Нам это стоить будет государственность. Я же не говорю, что они какие-то глупые или еще что-то. С точки зрения своего проекта они все делают правильно. Но с точки зрения своего проекта вот этих вот российских своих партнеров они тоже швырнут. Потому что в какой-то момент Россия станет им невыгодна. Ровно в тот момент, когда подписаны будут эти договора, и когда нас сольют эту Южную Осетию, скажут, да, окей, хорошо, ну ты же будешь нашим союзником? Да, конечно, буду. Точно так же, как был союзником зачем? Российской империи, точно так же был как раз этим союзником Советского Союза, понимаешь, главным членом. И точно так же буду твоим. Ну и кто их будет обвинять в этом? Они льют воду на свою мельницу. Так мне хочется, чтобы люди как бы в российском руководстве, которые приветствуют этот план слива осетинского народа в угоду как бы грузинскому народу, немножко задумались, может они не знают этого исторического экскурса и не понимают, что там вообще происходит. Либо делают вид, что не понимают. Но пусть наши братья осетины поймут, что там на кону стоит. Просто-напросто, я не знаю. Это судьба стоит, понимаете? В одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Это же стоит об окончательном уже там решении, понимаете? Какие-то растворятся, каких-то людей оттуда с этой Южной Осетии окончательно выдавят. Кого-то убьют, кого-то растворят. Припишут к фамилиям Швили и салам 30 тысяч, кого там еще растворить могут? Ну а как это стало 30 тысяч? При развале Союза было 100 тысяч. То есть это все идет монотонная политика. Большие лоббистские возможности в Москве, большие финансовые возможности и все остальное. Но ты правильно сказал. А почему мы альтернативный такой центр не создаем, такой же интеллектуальный? Он есть, его нет. Так я тебе по этому вопросу задаю, что нам мешает создать его? Политическая воля? Ну, не мы, разве не мы избираем вот это причем тут избираем? Это что про политику имеется в виду? Это есть лидеры, скажем так, неформальные авторитеты. Вот есть власть как бы номинальная, там депутаты, там еще кто-то, а есть реальная, понимаешь? Номинальная власть это, конечно. Ну, как это сказать? Нет, ты правильно сказал, там номинальная власть. Есть власть. Номинальная, есть реальная власть. То есть люди, лица, принимающие решения. Эти лица, принимающие решения, это называются неформальные лидеры разные. Называйте их там, не знаю, главы родов, там, я не знаю, там, кланов, как в Шотландии, бог знает чего еще. То есть люди, у которых реальная власть находится. Люди, принимающие, вот они между собой не могут сесть и договориться. Без понимания, а каждый думает только о себе. Себе урвать, себе домик построить, своему сыну оставить наследство, что через этого сына или там его уже внука, понимаешь, коленом под зад выгонят с этой территории, уже никого не интересует, живут одним днем. Нету людей, мыслящих хотя бы поколением, понимаете. А для того, чтобы такие проекты тянуть, как национальное государство, нужно столетиями такими категориями думать, понимаешь. Категориями столетий думать нужно. Когда китайцев, была конференция какая-то в Европе,
И там пригласили там китайскую делегацию. Выступает эта женщина. И говорят, вы извините, говорит, нам тут обсуждать с вами нечего. Они там стратегию обсуждают. А почему? Говорят, потому что у нас стратегия начинается с 2 поколений. Минимум 50 лет, а вообще 100 стратегия. А вы тут обсуждаете в ближайшие 20 лет. Что нам это обсуждать? Мы это считаем, что уже реализованный план. Ну, давай возьмем великих Алан наших предков. Ну и что? Что у них было? Давайте повоюем вон там, давайте повоюем вот здесь, давайте повоюем вон там. В итоге мы ничего своим потомкам не оставили, кроме того, что полезли на горы, полезли в горы. И в какой-то момент уже было непонятно, есть вообще осетины или их вообще нету. А они развивались, понимаешь? Вот это и был исторический проигрыш, на этом был основан. Потому что считали, что сила, она в руках и в мече. Вот, а наступала вот. уже другая эпоха, когда сила уже переходила сюда, в голову, понимаете? А сейчас это тем более актуально будет, потому что войны будущего – это войны смыслов, это войны за сознание, за управление сознанием. Все-таки мы вот в этой орбе все равно катимся, где, как мы думаем… И в этой орбе, вот в этой орбе реально мы можем только, как сказать, призвать наших вот этих вот неформальных лидеров, чтобы эти неформальные лидеры, может, как-то взялись за голову, понимаешь? Нет у нас возможности как-то обращаться. Многих мы лично знаем, кого-то не знаем лично, кто-то в тени сидит, кто-то там где-то еще находится. Но потеря Южной Осетии, она чревата… Вы знаете, Галазов хорошо в свое время сказал, наш бывший, покойный ныне, да, президент Северной Осетии. Он говорит, не будет Южной Осетии, не будет и Северной Осетии. Он так сказал. И это нужно понимать. И считать, что проблемы Южной Осетии это отдельно, проблемы Северной Осетии это ложь. Это идея, внедренная как раз нашим противникам. Понимаете, как происходит управление на уровне сознания? Вам внедряются в голову идеи. Вот нашим торгашам, те торгаши внедрили идею, да зачем им эта Южная Осетия? Давайте напрямую сейчас будем торговать, огурцы возить, мы сделаем вам тут в Грузии офшор. Вы все ворованные деньги свои, которые вы здесь по коррупционным схемам выводите, воруете там на строительствах, там еще где-то, вы будете привозить к нам налом в чемоданчике, вот $500 платишь на таможне, как бы заезжаешь по коридору с чемоданчиком и кладешь деньги там в банк. Почему там? Потому что там филиалы всех офшорных банков, всех европейских банков в Грузии. Грузия в свое время стала ведущим офшором на Кавказе. Это был такой главный, как сказать, канал вывода средств. Работайте, ребята, зарабатывайте, нафиг им эта Южная Осетия нужна. И они продали интересы своего народа в замену своих этих маленьких личных интересов. И многие сейчас так тоже делают. И так делалось на федеральном уровне. И СВО сейчас многое вскрыл на федеральном уровне. Понимаете, как? Те, кто должен государство охранять, его разворовывали, по сути. Да? Вот сейчас в Министерстве обороны разборки идут. Но все это же это видели. То же самое происходит на нашем региональном уровне. Но когда эти люди поймут, что они могут быть авторитетами, неформальными лидерами народа, когда этот народ существует, понимаете? Потому что не будет этого народа, они не будут никакими авторитетами. Они не будут авторитетами, их заберут все. Вот у их детей все заберут. Лорды в Британии, которых вы так всех любите и восхищаетесь, они потому лорды, потому что они власть держат в своих руках, понимаете? Они свой этот британский народ окормляют, там, не знаю, управляют и не дают никому в обиду. И хотят, чтобы их было много, и вот эти вот англичане, там, не знаю, шотландцы и все остальное рулили. А сами между собой всегда договариваются, садятся. Потому что знают, что не будет народа, не будет их, кем они будут управлять, эти лорды. Точно так же и здесь. Теряем земли, там, Тершигом потеряли, Гудыком потеряли в Южной Осетии, понимаете? Когда-то мы большую часть этого Кавказского хребта, так сказать… Бля, Гудыком и Тершигом это рядом, вот здесь. Да. Там остины жили, нету никого, всех выгнали. И другие молчат, а этих купили. Ну, ты вот те территории, соответственно, внутренние территории Грузии. Вот эта вот национальная элита, о которой идет речь в Грузии, она не продажная. Они горят идеей, друзья мои. Это не продажные, их нельзя купить. Они потому что не продаются. Кого можно купить? Тот, кто готов продаваться. Вот если ты готов продаваться, тебя можно купить. Если ты не готов продаваться, тебе хоть миллион, да хоть миллиард, тебе еще наплевать, понимаешь? Для тебя деньги цену не имеют. Вот есть такая поговорка хорошая, да, вот ее так любят все. Этот ишак, груженный золотом, может взять любую крепость. Я спрашиваю этих людей, прекрасная мысль, ее вам внедрили в голову в школе, объясните мне, а как он это может сделать? Ну как же, вот груженный золотом может взять любую крепость? Может, если в этой крепости кто-то считает, что золото это ценность, понимаешь? А представляешь, он приехал к каким-то тупым людям, ну не, наоборот умным, которые не знают, что это такое металл, что им можно делать. Меч с него сделаешь, нет, мягкий, что с ним можно сделать? Ну можешь пуговицы сделать на трусах, там, не знаю, на пиджаке себе. Что еще можно, он мягкий металл. Нафиг он нам нужен?
Понимаешь, то есть сначала ценность золота прививают, а потом уже за него можно покупать. А если человек не хочет продаваться и не берет это как ценность, тогда что? Ничего. Понимаете? Не, ну, Поэтому, я друзья просто мои, когда кто-то слабо продается... понимаю, я вообще слабо понимаю, как можно купить Иванишвили. Ну что ему можно предложить? Вот человек просто миллиардер. Что можно ему предложить, чтобы он отказался от своих идей? Ничего. Он Купить его? как? Да при чем тут его-то? Он-то там вообще, я тебе еще раз говорю, там есть ядро, которое тащит этот национальный проект. Иванишвили это просто очень богатый бизнесмен, как бы лицо, такой как Саакашвили. Понимаешь, он имеет эти деньги, но он прекрасно понимает, что эти деньги, он сегодня у него есть, а завтра у него забрали их. Российские олигархи тому пример. Сегодня ты богатый, а завтра как Каддафи тебе голову отпилили, понимаешь? В современном мире у кого меч, у того и власть. Понимаешь, а меч это государство или хотя бы какая-то своя сила, понимаешь, своя, которая тебе подконтрольна, которая тебя же и охраняет. Поэтому им и нужно это национальное государство, кровь, и они это понимают. Всем этим богатым бизнесменам-грузинам, криминальным авторитетам, олигархам и прочее, им нужна такая точка, пункт постоянной дислокации, понимаешь, их вот эта государственность. Они ее поэтому всегда и наращивали. Это как, ну, как шотландцы там вот хотели, да, британцы. Вот не забери сейчас у этих англосаксов в Британию, что у нас случится с этим? Ничего, оно рассыпется все. Понимаешь? А там нужно единство внутри. Хороший вопрос, забери. А ну забери. Кто их заберет? Его никогда никто не заберет. А это они могут забрать там в Африке, еще где-то. Там в Государство Южной Америке. это люди, которые готовы на себе на плечах его тащить. И при этом эти люди не продаются, понимаешь? Почему они не продаются, знаешь? Нам, говорит, не надо много, нам надо все. Вот и все. А ты говоришь, нам надо стать сильными. Конечно. И у нас на это есть большой шанс сейчас. Потому что большое количество ветеранов на сегодняшний момент уже будет, да, более 20 тысяч осетин сейчас на фронте, получают боевой опыт, да, там, обзаводятся боевыми товарищами и вообще превращаются в воинов, да, из простых парней становятся воинами. Почему воин? Это не каждый военный воин, воин это кто страх смерти перешагнул, да, а так просто военный. Ну, в любом случае получают боевой опыт. И это могло бы стать костяком, как сказать, Костяком нашего единства. той силы, благодаря которой мы можем сохранить народ от растворения. Устоять, грубо говоря. Устоять. Потому что бизнесмены продадут, вы понимаете, они продадут. У них цена есть, у каждого. Почему у тебя такая уверенность есть, что бизнесмены вот их не продадут? Кого? Вот этих воинов, военных. Могут, если те захотят продаться. Вот. Но это вы, ребята, уже сами решаете, продаетесь вы или не продаетесь. А если уж продаетесь, хотя бы задешево не продавайтесь. А то как-то стыдно бывает всегда, знаете. Вот поэтому там к разговору, да, почему тут так, а там так.